Последние данные о ледоходе подтопленных жилых домов на территории Якутии нет, сообщает республиканская МЧС. На реке Лени нижняя кромка ледохода подходит к поселку Жиганск, верхняя кромка находится в районе Сангар. Еще больше информации о ледоходе в материале Виталия Абрамова. За последние сутки уровни воды у села Сыгына Харбынского наслега упали ниже критических и продолжают снижаться. Режим ЧС, который был объявлен ранее, сегодня снят. За сутки от воды освободилось 10 дворов. В селе продолжают подсчитывать ущерб. На финансовую помощь в связи с полной утратой имущества подано заявление из 2 жилых домов. Там проживает 9 человек, и сумма ущерба в целом составляет 425 тысяч. Ледоход наблюдается в 120 километрах выше Жиганска. Таким образом, можно сказать, что заканчивается второй этап прохождения ледохода в республике. Впереди 3-й этап – северные реки. Спасатели отмечают, что благодаря взрывным работам нет глобальных подтоплений населенных пунктов. По территории городского округа город Якутск, по территории Намского района и в устье Алдана. И последнее, позавчера отработали именно в районе устья Вилюй на реке Лена для спасения населенного пункта Кальвица Кобяйского района от подтопления. Бригада из 8 взрывников работает с 24 апреля. Уже посади реки Алдан, Вилюй, Запад и центр республики. За это время они произвели 12 подрывов. Всего израсходовано порядка 10 тонн взрывчатки. Специально, чтобы отколоть лед, бурили не до конца, до середины. И взрывчатку налаживали на меньшее взрыв, чтобы окружающей среде вреда не было. И сразу 300-400 метров взрывали, и лед сам раскололся. Впереди Колыма, и, как отмечают специалисты, там также не обойдется без взрывных работ. В местности Лобуя и в районе Зарянки тоже постоянно образовываются заторы, которые без именно проведения взрывных работ разрушать невозможно. Верхнеколымский УЛУС, оперативная группа МЧС, в составе которой будут и взрывники, направится уже на следующей неделе. Виталий Абрамов, Василий Слепцов, НВК Саха, Якутск.